Вы смотрите итоговый выпуск дневников финала 9-го национального чемпионата WorldSkills Россия 2021. Вот и подошел к концу недельный праздник молодых профессионалов. За это время мы с вами узнали все о современном уровне подготовки кадров, а также куда нам лучше стремиться. Наши корреспонденты работали до последнего, чтобы найти для вас самые классные сюжеты. Не будем терять время. Ауга! На церемонии закрытия мы видели и смех, и слезы участников чемпионата. Слышали напутственные слова официальных лиц, а хедлайнером вечера стала поп-группа «Добро». Как проходил финальный день чемпионата WorldSkills Россия 2021, расскажет в сюжете Эмиль Зиангиров. Грандиозные соревнования уже позади. Конкурсанты и их наставники перед церемонией закрытия нацфинала WorldSkills Россия 2021 наконец могут расслабиться. Многие улыбаются и веселятся. Лично для меня, как тимлидера, это первый чемпионат, это волшебный чемпионат. Для ребят это тоже не вот такой колоссальный опыт. Волнение было перед стартом, волновались, когда было ожидание. Ожидание самое, наверное, сложное в подготовке. За прошедшие соревновательные дни гости из разных регионов страны, несмотря на соперничество, сдружились на башкирской земле. Конечно, сближают. Дружественный регион Хакасия. Вот другой регион с нами дружит. И вообще компетенции очень сближают людей, позволяют развиваться, дальше расти, узнавать что-то новое, что-то другое. И ребята дружат, да? Вы подружились со своими? Город Уфа и высокий уровень организации чемпионата запомнятся надолго многим конкурсантам, наставникам и экспертам. Очень понравилось. Волонтеры молодцы. Организация праздника отличная. Отличная была церемония открытия. И ждем такой же фееричный финал и церемонию закрытия. На склонах Уфимского амфитеатра уже появляются первые зрители. Кто-то пришел на анонсированный концерт группы «Добро», кто-то аплодировать конкурсантам Башкортостана, а кто-то за яркими впечатлениями, вспоминая невероятную церемонию открытия. Я пришла на концерт, очень жду группу «Добро» и буду петь на часах 00. Парад флагов российских регионов и концертная программа, наполненная национальным колоритом, с самого начала настроили всех присутствующих на позитив. Немало позитивного было сказано и официальными лицами. Вам здесь понравилось, ребята, вообще, в республике? Не слышу. Мы уверены, что и дальше будет развиваться движение WorldSkills. Мы готовимся к европейскому чемпионату, который пройдет в Петербурге с 16 по 20 августа в 2023 году. Всех вас приглашаем. Ради Хабиров внимательно следил за ходом соревнований и неоднократно посещал парк молодых профессионалов, так что о переживаниях конкурсантов и сложности задач, стоявших перед ними, глава Башкортостана хорошо знал. Вот эти замечательные несколько дней и отшумели. И для вас это были очень непростые дни, непростые ночи. Я видел, как вы соревновались. И кто-то из вас стал победителем, кто-то стал призером. Но совершенно точно среди вас нет ни одного проигравшего. Потому что вы все настоящие, вы все профессионалы. Мы преклоняем голову перед вашим упорством, перед вашим профессионализмом и вашей еще юношеской дерзостью. Так держать, в добрый путь. Башкортостан всегда вас ждет. Торжественное награждение победителей и призеров возвращает конкурсантам волнение. Главная интрига вечера – кого пригласят на сцену, кто получит золотую медаль. Виталий Зайнуллин – один из тех, кто принес Башкортостану золото. Он стал лучшим молодым профессионалом России в компетенции аппаратчик химических технологий.
Соперники были очень сильные, они были самые настоящие конкуренты. Естественно, соревнования были очень сложные, но я справился, я смог это сделать. Сергей Кондрашов из Москвы победил в компетенции изготовления изделий из полимерных материалов. Приезжал просто поучаствовать и показать, что умеет, а уезжает из Уфы с золотой медалью. Мне это нравится, особенно работа на станках, потому что, скажем так, по семейным обстоятельствам я пошел в рабочую профессию. Из-за того, что нравится, мне предложили выступи, я такой, да, давайте. У меня стало получаться, я выиграл региональный этап и стал подготавливаться к России, и вот. Алексей Храмцов начал увлекаться промышленной робототехникой с 6 класса. Это золото стало для него вторым к ряду. Но несмотря на то, что это уже не первая большая победа для него, свой выход на пьедестал в Уфе он считает самым волнительным моментом. Самый волнительный момент был сейчас. Это было самое главное. В 8 классе я уже первый раз поехал на российский чемпионат. Занял 3-е место, но понял, что на этом нельзя останавливаться. Поэтому я продолжил заниматься, и вот уже 2-й год подряд беру золото. Пожарная команда Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникации и безопасности завоевала серебро. Напряженные тренировки не прошли даром. В противоборстве с сильными конкурентами 2-е место – большое достижение. Напряженно было, очень напряженно было. Борьба была за каждый сантиметр поля, я не знаю, за каждую секунду, за каждую минуту. Но мы гордимся тем, какое мы место занимаем просто. Не важно, какое ты место занял, важно, чего ты добился и какой ты урок понял из своих соревнований. Конкурсанты из Башкортостана не подвели в компетенции сервисно-воздушном транспорте. Молодым сотрудникам аэропорта Уфа удалось завоевать бронзу. Теперь их цель – более высокие места, несмотря на любых серьезных соперников. Мы тоже были серьезны, мы тоже очень старались. Многие победители и призеры подчеркивают, что гораздо большее значение, чем медали, имеют опыт и знания, полученные в ходе соревнований. Ведь в этом одна из главных задач движения WorldSkills. Также ты развиваешься в профессиональном плане с общениями людьми. Высокие люди часто встречаются на этом чемпионате, и ты можешь побольше узнать. Но конкурсанты, эксперты, судьи, волонтеры займутся работой над ошибками позже, ведь на церемонии закрытия нужно хорошо отдохнуть. Под выступление группы Аргымак в национальных башкирских танцах попробовали себя гости из всех регионов России. Но долгожданное выступление хедлайнеров группы «Добро» точно не дало скучать и замерзнуть многочисленным гостям мероприятия. Беру всех друзей, и тогда звук поставим. Соседи не спят, под нами внизу, вы простите меня. Нацфинал WorldSkills Россия 2021 в Уфе завершился. Участники разъехались по своим городам, но кого-то из них дорога наверняка еще приведет в Уфу. Может быть, снова как гостя, а может, кто-то из молодых профессионалов свяжет свою жизнь с работой в Башкортостане. В финале 9-го национального чемпионата WorldSkills Россия 2021 наша команда из Республики Башкортостан заняла 2-е место. В эту позицию в медальном зачете наша сборная разделила со сборной из Санкт-Петербурга. Все итоги нацфинала в сюжете Эмили Тимашева. Смотрим. Чемпионат молодых профессионалов WorldSkills Россия – это не просто соревнование, где выбирают лучших специалистов. Все это часть развития российской системы образования. Об этом рассказал министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Президентом инициирована программа, поддержанная правительством, связанная с фактически новым уровнем образования, профессионалитет, когда по направлениям необходимым для экономики будут сокращены сроки обучения, и максимально это обучение будет вестись совместно с предприятиями. На чемпионате молодых профессионалов команда из Башкортостана заняла 2-е место. Таким образом, наши конкурсанты оказались в числе лучших в своем деле. Но, как отметил глава республики Радий Хабиров,
важен не только результат чемпионата, а дальнейшее развитие среднепрофессионального образования в Башкортостане. Нужна не просто подготовка рабочей специализации, а с учетом современных требований, с учетом того, что все-таки наша цивилизация, человечество двигается вперед, экономика двигается вперед, появляются новые, соответственно, компетенции. Поэтому для нас это было, безусловно, важно. Для нас, безусловно, важно и те идеалы, и те мысли, и тот вектор, который мы заложили при проведении WorldSkills, мы обязательно будем проводить и впоследствии. То есть я сразу хочу сказать, что все связанное в республике с развитием среднего профессионального образования, пропаганды рабочей специальности, поддержки рабочей специальности, завершением WorldSkills не завершается. В финале национального чемпионата приняли участие почти 1800 конкурсантов из 76 регионов страны. И впервые в истории соревнований больше трети участников выступили в юниорской возрастной категории до 16 лет. Чемпионат не является целью, он является инструментом. Поэтому увеличение количества компетенций – естественный, крайне благожелательный процесс. Каждый день возникают новые профессии, и мы им очень рады, когда инициатива по созданию компетенций, она растет. Они создаются снизу, никто их не в приказном порядке не создает. Это значит, что есть профессионалы, значит, есть люди, которые, собственно говоря, работают в этой профессии, создают эти профессии, учат по этим профессиям. Это позволяет быстро реагировать на любые вызовы рынка. Кроме того, для Башкортостана этот чемпионат важен еще и тем, что в республике остается оборудование, которое закупили специально для соревнований. Станки, инструменты и аппараты будут использованы для оснащения республиканских учебных заведений. Конечно, благодаря тому оборудованию, которое останется у нас в колледжах, качество профессионального образования делает качественный скачок. Мы готовимся открыть по итогам нацфинала более 100 современных мастерских, которые оснащены передовым оборудованием. Какой след чемпионат молодых профессионалов WorldSkills России оставил в Башкортостане, можно говорить еще очень долго. Но важно еще и то, с какой серьезностью юные специалисты относятся к своему делу. А это лучший пример для будущего поколения. Чтобы попасть в финал национального чемпионата WorldSkills России, участникам нужно было выиграть внутреннюю олимпиаду в своем колледже, затем выиграть региональный чемпионат, а уже после набрать наибольшее количество баллов на отборочных соревнованиях. Возраст участников от 16 до 22 лет, в некоторых компетенциях до 25. Ребята, участвовавшие в чемпионатах прошлых лет, могут принимать участие только вне зачета. Впечатление от победы на всероссийском чемпионате по стандартам WorldSkills – это что-то незабываемое. Но, к сожалению, для некоторых участников минуты финала стали грустным событием. С первыми эмоциями от завершения финала чемпионата WorldSkills Россия 2021 поделились наши участники с нашими корреспондентами. Смотрим. Сегодня для нашей республики шикарный, потрясающий, радостный день, потому что наша сборная Республики Башкортостан выступает выше всяких похвал. Я прав, ребята? Вообще непередаваемый, до конца не знали места, и поэтому сейчас ждали, когда уже будет награждение. И потом творческий дизайн, сразу видеопроизводство, и вот так. Я вообще не ожидала, что мне место дадут. Я очень рада. Смог побороть себя, выложился на максимум, взял второе место, доволен. Все зашкаливают. Мы готовились весь год, это было очень трудно, мы все переживали. Это просто нереальные эмоции. Руки, ноги трясутся, все трясется. Я видела, как они работали каждый день, мне очень обидно из-за этого. Полгода
года мы к этому шли, мы всегда были вместе. Я была также наставником, я их тренировала. И их успех для меня важен. Я к ним очень привязалась. Я очень рад. Я впервые участвую в нацфинале, ну, собственно, в компетенции в целом. Я просто очень рад. Политика конкурсов такова, что до самой последней минуты не знаешь, кто станет лучшим, кто станет победителем. Волостнову Алену, Республика Башкортостан. По итогам финала 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия» команда Башкортостана завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 17 бронзовых медалей, а также 20 медальонов за профессионализм. И золото получает Нургизар Кулдубаев, Республика Башкортостан. Одним из победителей стал студент 3-го курса медицинского колледжа Башкирского государственного медуниверситета Нургизар Кулдубаев. Он занял 1-е место в компетенции стоматология ортопедическая. Весь этот год Нургизар посвятил подготовке к чемпионату. Очень рад, не думал, что займу 1-е место. Эмоции вообще зашкаливали. Словами не передать. Но я благодарен своим учителям, своим родителям и тех, кто поддержал меня в этом конкурсе, и своим друзьям, но особенно учителям. Во время работы я как-то не обращал внимания на других людей, сосредоточился на свою работу. Не было трудно. Нургизар, во-первых, у него очень хорошие руки. У него очень хорошая рука, поставленная рука, уже хорошие мануальные навыки. Во-вторых, немаловажным фактором являлось это то, что человек, он достаточно стрессоустойчивый, а поскольку чемпионат – это всегда волнение, и не все с этим волнением справляются, даже взрослые люди, да, уже опытные специалисты. Я думаю, что он блестяще с этим справился, он сконцентрировался, он взял себя в руки и показал то, что он может действительно продемонстрировать. Глава республики Ради Хабиров поручил премировать победителей, призеров и наставников сборной команды Башкортостана. Золотые медалисты получат по 100 тысяч рублей, призеры и наставники по 50 тысяч. Напряженные были соревнования. За каждую минуту, за каждую секунду была очень ожесточенная борьба. Движение, которое помогает познакомить ребят, познакомиться с различными компетенциями, дающий большой опыт и навык. Я волновался много, и из-за этого немного были косяки. Но сейчас уже собрался духом, буду побеждать. Конкурсанты еще долго будут вспоминать финальные соревнования 9-го национального чемпионата WorldSkills Россия. Домой они разъезжаются с уверенностью, что их профессиональное мастерство сегодня востребовано. На этом дневники финала 9-го национального чемпионата WorldSkills Россия 2021 подошли к концу. Целых 7 выпусков мы с вами следили за ходом соревнований, побывали на всех площадках компетенций, а также поговорили с участниками и экспертами. Кто-то из конкурсантов уже уехал в свой родной регион, а кто-то только собирается. И с собой из Республики Башкортостан они заберут не только медали, грамоты и эмоции, но и впечатления о башкирском гостеприимстве. Мы завершаем передачу на самом символичном для прощания месте – на монументе дружбы. Ведь за время чемпионата мы все стали друзьями. До скорых встреч, Дуфтар! Пока-пока!
Учитесь опытом, примите знания. Вы уже нашли свое призвание. Это Уфа. Уфа WorldSkills замиранием сердца. Здесь битва навыков и компетенций. Покажите свой скилл на высокие баллы, ведь вы молодые